В эфире телеканала «Юрган», крик криминала комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Аварийная невнимательность, скорая автопомощь сбитому пешеходу. Непробиваемая западня, питерский бумер с клейменным товаром. Сельский агрессор, серийные демарши в продуктовом магазине. Строительная безответственность, огненная могила для сельских вахтовиков. В Сыктывкаре внедорожник сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе. Момент наезда зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. ДТП произошло в 5 часов утра 1 апреля. Nissan Pathfinder ехал по улице Советская. У торгового центра «Звездный» иномарка сшибла пешехода, переходящего дорогу, на мигающий желтый сигнал светофора. От удара с машиной пострадавшего отбросило несколько метров. Данный мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также, по предварительным данным, перелом поясничного отдела позвоночника. Был доставлен в больницу. После совершения наезда данный водитель автомашины Nissan убрал автомобиль с места происшествия. По словам водителя, он уехал с места происшествия, поскольку отвозил пострадавшего в ближайшую больницу. Почему не дождался приезда скорой помощи или автоинспекции, остается загадкой. Но именно за этот отъезд нарушителя оштрафовали на 1000 рублей. Автовладелец утверждал, что не увидел пешехода и затормозил только после наезда. При этом скорость внедорожника была не более 40 км в час. По факту аварии ведется следствие. Если вина водителя подтвердится, его привлекут к уголовной ответственности за причинение в ДТП тяжкого вреда здоровью человека. Наркополицейские Коми ликвидировали межрегиональный трафик из Санкт-Петербурга. По данным спецслужбы, 25-летний житель Сосногорска наладил в городе и соседней Ухте разветвленную сеть распространения гашиша в молодежной среде. Несмотря на жесткие меры конспирации, оперативники ФСКН вычислили дельца и провели захватывающее задержание. Подробности спецоперации в репортаже Максима Васильева. Оперативникам регионального наркоконтроля стало известно, что сосногорец привез на реализацию первую партию питерского гашиша еще в ноябре прошлого года. Объемы поначалу были небольшие, не более 100 граммов. С каждой новой, более крупной партией дурмана подпольный бизнес набирал дополнительные обороты. Молодой человек снабжал конопляным зельем уже не только простых потребителей, но и мелкооптовых сбытчиков. Они хотели привезти более крупный вес, порядка килограмма наркотическое средство гашиш. Было проведено оперативно-розыскное мероприятие, было установлено, что фигурант выехал с другим, 2 фигуранта выехал в город Санкт-Петербург для приобретения гашиша. Выехали на автомашине. Данную автомашину в Санкт-Петербурге они продали, приобретя там новую автомашину BMW X3. И на данной машине возвращались в город Сосногорск. На купленной машине без регистрационных знаков молодые сосногорцы проехали Сыктывкар по объездной дороге, там, где меньше патрулей ДПС. Подозреваемому и его приятелю оставалось проскочить небольшой участок через Эжвинский район. Они тщательно подготовились на случай внезапной засады силовиков. У них постоянно было открыто правое окно, несмотря на холод, мороз. Были готовы избавиться от наркотических средств. Отдел специального назначения наркоконтроля данный автотранспорт заблокировал с 2 сторон. Лица, которые находились в БМВ, немедленно среагировали, там буквально доли секунды, и начали передвигаться. Сотрудник спецназа проник в форточку, чтобы остановить транспортное средство. Несмотря на это, автомобиль продолжал двигаться. Зад-вперед, повредил 4 машины. При досмотре задержанной машины в передней пассажирской двери наркоборцы достали увесистый белый пакет. А в нем 10 плиток, предположительно гашиша, судя по специальным клеймам, высокого качества. Здесь раньше. Смотрите, дальше. По заключению экспертов, общий вес изъятого составил 820 граммов. За незаконный оборот дурмана в особо крупном размере жителя Сосногорска арестовали. Как стало известно, сам он из хорошей семьи и работает на железной дороге мастером. Найденный в машине гашиш, по его утверждению, он купил для личного потребления. Но кто ж в это поверил? Минимальный срок, который ему грозит, 10 лет лишения свободы. Приятель, который составил ему компанию в Питер и обратно, пока проходит по делу свидетелем.
6 апреля следователи МВД отметили свой профессиональный праздник. Только в столичном управлении полиции служит более 80 сотрудников. Это одно из основных подразделений МВД, которое занимается доказыванием и передачей в суд большого количества уголовных дел. К примеру, за прошлый год их количество по Сыктывкару превысило 1100. Работа, несмотря на то, что она сложная, но при этом каждому очень хочется себя проявить в ней, наверное, более чем в другой какой-то службе. Потому что она охватывает, наверное, все моменты, которые существуют в полиции. Здесь тебе и расследование, и раскрытие, и пресечение, и профилактика преступлений в том числе. Ну и, конечно же, это психологическое общение с людьми, где, наверное, сотрудники получают большой опыт не только в своей профессии, но и жизненный опыт. Среди постоянных клиентов следователей – воры, грабители, разбойники, вымогатели, хулиганы и мошенники. Представители самых распространенных криминальных профессий. К распределению уголовных дел между сотрудниками и руководства – индивидуальный подход. Один покажет лучший результат в расследовании ДТП, другой может за короткое время раскрыть сложные преступления в экономической сфере. В каком направлении больше двигаться, кому где интересно. Ну, у нас, конечно, все закреплены еще, кроме этого, приказами внутренними по собственности, преступления по личности, преступления, кроме этого, по наркотикам, экономике, это официально. Ну и внутри уже, когда я распределяю, я уже смотрю, какое дело официально, там, то, что сможет, в какие сроки закончить, как он подойдет к этому делу. Работа следователей считается венцом работы других подразделений стражи порядка. От того, насколько грамотно и профессионально они сработают, зависит общий результат деятельности полиции. Сыктывдинские полицейские задержали безработную жительницу райцентра за дерзкие нападения на продуктовый магазин. Ее подозревают в грабеже и умышленной порче имущества. Впрочем, свой буйный характер она показывала и соседям, которые старались обходить ее стороной. С места событий Антон Булаев. Днем 19 февраля в продуктовый магазин села Выльград зашла женщина, которую там хорошо знали. В очередной раз она попросила продавца дать ей в долг бутылку пива. Работник торговой точки отказала. Тогда сельчанка сняла с пальца золотое кольцо и положила на прилавок. Я это колечко тихонечко положила сюда, говорю: Надежда, заберите. В залог ничего не нужно оставлять, у нас наличный расчет. Вот. Все. Здесь моментально агрессия, она подняла пальто, ногу и начала бить сначала эту витрину, затем эту витрину. Вот эти витрины все стекло разгромило. Я уже параллельно просила ее успокоиться, не крича, у меня уже слезы пошли, потому что я понимаю, что это все мне придется восстанавливать. Когда все витрины были разбиты, дебоширка взяла с прилавка блюдце для мелочи, стала угрожать продавцу стеклянным предметом. Обнаглевшая клиентка потребовала 2 бутылки пива и сигареты. Мария Мавлютова испытывать судьбу не стала и подчинилась. С добычей налетчица скрылась. Потерпевшая позвонила в полицию. Стражи порядка сразу задержали подозреваемую. Безработная женщина проживала в частном доме по соседству с магазином. Задержанная пояснила, что беспричинно из хулиганских побуждений, так как ей не понравился сам магазин, его ассортимент, она начала разбивать витрины. Затем решила похитить товар. Подозреваемая была допрошена, дала признательные показания и отпущена на подписку о невыезде. Правда, на этом конфликт не был исчерпан. Уже через день подозреваемая в грабеже и умышленном уничтожении имущества снова навестила торговую точку и потребовала от продавца дать ей продукты в долг. После отказа женщина опять вышла из себя и вновь разгромила витрины, которые только что отремонтировали. В этот же день злоумышленницу взяли под стражу. Позже местные жители направили районным правоохранителям коллективное письмо. Люди требовали у силовиков оградить их от неадекватной соседки. Оказалось, уже больше года безработная сельчанка держала в страхе всю округу. Один день мы собирали подписи, и вот все, кто посещал магазин, все рассказывали свои истории какие-то, что-то у кого-то какой-то инцидент происходил, то в автобусе в общественном транспорте, то здесь на дороге, то дровами она кидалась, то еще что-то с машинами. Все побаивались, потому что спонтанность действий, перепады настроения, вдруг она вот будет стоять, поджидать тебя за углом или еще что-то. Все равно нужно наводить какой-то порядок и ограждать общество от таких людей.
Ущерб дебоширки магазину превысил 40 тысяч рублей. Вот только трудоустроиться, чтобы оплатить этот долг, в ближайшее время у подозреваемой вряд ли получится. Сейчас по настоянию местных жителей женщину отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Если фигурантку 3 уголовных дел признают вменяемой, хулиганку могут отправить в места не столь отдаленные лет на 5. Больше 3 миллионов рублей потерял воркутинский бюджет при ликвидации муниципального унитарного предприятия коммунальных услуг «Алмаз». В 2011 году мэрия решила МУП за ненадобностью закрыть, а двухэтажное здание в центре города, закрепленное за ним, продать на торгах. Реализацией имущества занялся председатель ликвидационной комиссии Андрей Воронцов. Была ликвидатором проведена оценка стоимости данного имущества, и она составила, рыночная стоимость данного здания составила свыше 5 миллионов рублей. Однако вместо того, чтобы соответственно и выставить на продажу данное имущество за указанную сумму, ликвидатор единолично принял решение о продаже его за 2 миллиона 200 рублей. За указанную сумму здание было продано. Обвинение ликвидатора в злоупотреблении должностными полномочиями нашло подтверждение в суде. Правда, сам фигурант вины так и не признал. В итоге по приговору суда Воронцова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Как только приговор вступит в законную силу, экс-председателя ожидает еще и гражданский иск по возмещению муниципалитету причиненного ущерба. Придется ответить перед судом также и чиновнику администрации, который в 2012 году разрешил продажу этого здания по заниженной цене. Сыктывкарский суд вынес приговор сотруднику Госстройнадзора Павлу Косолапову, третьему фигуранту резонансного дела о взрыве газа на стройплощадке по улице Южной. В ночь на 10 февраля прошлого года на пожаре в бывшем тире, где нелегально проживали рабочие, погибли 6 человек. Замдиректора строительной компании «Город» Максим Кулик и старший прораб Михаил Хусеинов в июне 2013-го отправились в колонию поселения. Какое наказание получил госслужащий, расскажет Евгений Ершов. Как положено. Я не сплю, все понимаю. Вот так у замначальника столичной инспекции Госстройнадзора Павла Косолапова в одночасье возникли проблемы с органами правопорядка. 29-летний молодой специалист с перспективой карьерного роста, законопослушный гражданин, добропорядочный семьянин. Сейчас он отец 2 малолетних детей. В феврале 2010-го с учетом положительных характеристик суд на 5 месяцев поместил его под домашний арест. Фигуранта обвинили в халатности, повлекшей гибель 6 вахтовиков. Первоначально осматривается помещение, расположенное перед входом в здание. Единственный вход и вход в здание. Бывший тир МВД на стройплощадке многоквартирного дома представители фирмы-подрядчика решили использовать под временное жилье для вахтовиков из сельских районов. Хотя бетонная коробка абсолютно для этого не годилась. Не было систем вентиляции и пожарной сигнализации, отсутствовал запасной выход. Вопреки здравому смыслу, рядом с печью рабочие по указанию своего начальства ставили отогреваться газовые баллоны, которые использовали на стройке. Один из них и стал причиной внезапного возгорания. Пол в месте, где находились баллоны, был шаткий. И когда один свидетель проходил по этому полу, он услышал, что баллон падает, происходит утечка и произошло воспламенение газовоздушной смеси. И происходит хлопок ударной волной, его ударяет в спину, он падает, все, возникает пожар. Незадолго до взрыва часть вахтовиков вышла на улицу покурить. По сути, это и спасло им жизнь. Шансов выбраться из огненного мешка у остальных не было. По данным следствия, за противопожарную безопасность на объекте должны были отвечать представители Госстройнадзора. Замначальника столичной инспекции Павел Косолапов дважды посещал объект с проверками в ноябре и декабре 2012 года. Косолапов большое влияние уделял нарушениям именно строительных норм, и практически им не уделялось внимания нарушению противопожарных норм. Косолапову было достоверно известно о том, что в данном помещении тира проживают люди. Вместе с тем, при проведении проверок Косолаповым не выявлялись никакие нарушения по поводу того, что в каких условиях должны проживать люди, какие необходимо соблюдать при этом меры противопожарной безопасности.
В свою защиту Косолапов утверждал, что проверять бесхозное здание было не в его компетенции. Утверждал, что не знал о том, что в тире МВД проживали люди. На момент проверок тир был закрыт. Также полагаю, что не обязан был надзирать за пожарным состоянием помещения тира, так как его работа была надзирать за объектом строительства. Он инженер-строитель и непосредственно должен надзирать за тем, что строится, а не за всей стройплощадкой. В качестве аргумента Павел Косолапов привел ведомственное письмо Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору 2007 года, по которому соблюдение противопожарной безопасности на стройплощадках закреплено за Госпожнадзором. С другой стороны, по федеральному закону о пожарной безопасности от 1994 года представители МЧС не имели права самостоятельно приходить с проверками на объекты. Их туда могли приглашать только коллеги из Госстройнадзора. Объект строительства – это не только здание, которое строится, но и понятие более широкое, о чем уже не раз и неоднократно высказывались суды различных инстанций, в том числе и арбитражные суды. С такой оценкой суда сторона защиты была не согласна, настаивала. Косолапов должен был следить только за строительным объектом. Градостроительный кодекс говорит, что такое объект капитального строительства. Это то, что строится, возводится, либо капитально ремонтируется, где требуется государственная строительная экспертиза. В данном случае я уверен, я убежден, должен отвечать в первую очередь государственный пожарный надзор. Это ихняя прямая функция, это ихняя обязанность. Но ни в коей мере не инспектор Госстройнадзора. Сыктывкарский суд счел вину доказанной. Его приговорили к 2,5 годам колонии поселения с последующим запретом 3 года занимать должности на госслужбе. Адвокаты планируют обжаловать вердикт в вышестоящих инстанциях, в том числе Конституционном суде России. Два случая телефонного мошенничества выявили прилузские стражи порядка. Первое заявление поступило в полицию накануне 8 марта. Потерпевшая жительница райцентра сообщила, мошенники похитили с ее банковской карты почти 10 тысяч рублей. Оказалось, что действовали так называемые лохотронщики по известной схеме. Пришло СМС-сообщение с информацией о том, что ее банковская карта заблокирована, с указанием номера телефона, по которому необходимо связаться для устранения данной причины. В последующем женщина связалась по телефону с неким лицом, и ей было предложено пройти до ближайшего банкомата и произвести на банкомате определенную комбинацию цифр. А вот жительница села Чорыш оказалась не столь доверчива. В середине марта лжеполицейский сообщил по телефону о задержании якобы ее сына с наркотиками. За прекращение уголовного дела он потребовал 70 тысяч рублей. Женщина проявила сдержанность и мудрость. Тут же перезвонила родственнику и убедилась, что с ним все в порядке. А после сообщила об этом странном звонке в райотдел полиции. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. После короткой рекламы информационные итоги дня в программе «Время новостей». Берегите себя и своих близких.